Добрый день, вы смотрите новости на телеканале Якутия-24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Вакцинация продолжается. Сколько человек по республике уже получили прививки против COVID-19? День выборов. Назначена дата. Все условия будут созданы. За нового главу Якутска – это 28 марта. Очередная индексация. Федеральные пособия повысили по стране с февраля. Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции в настоящее время остается главной задачей оперативных штабов районов и городских округов. Об этом в ходе очередного совещания Республиканского оперативного штаба заявил глава Якутии Айсен Николаев. В республике продолжается массовая вакцинация населения. Слабо ведется работа в Горном, Кобяйском и Ленском районах. В 2 района республики, в Жиганский и Эвено-Бутантайский, вакцина еще не доставлена по природно-климатическим условиям. Об этом сказала вице-премьер правительства Ольга Балабкина. В феврале в Якутию ожидается поставка большой партии противоковидной вакцины. На сегодняшний день в республике имеется 8667 доз вакцины, которые в большинстве своем находятся в районах республики. Об этом сказала министр здравоохранения Елена Борисова. По итогам совещания Айсен Николаев подчеркнул важность усиления работы по вакцинации населения, особенно в районах Якутии. Но за минувшие сутки по республике выявлено 115 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в Якутске 42 случая, в Мирнинский район 24, Тампонский район 14, Алданский и Неренгринский районы по 6, во многих других районах от 1 до 5 случаев заражения. На сегодняшний день по республике получили прививку против коронавируса 18 615 человек. Вакцинация, напомним, проводится как в Якутске, так и в 32 районах республики. Хотим обратить внимание, что сегодня у нас выделены еще отдельные группы, которые подлежат непосредственно обязательному приоритетному вакцинированию. И это прежде всего наши пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Именно для них вакцина является наиболее важным способом того, чтобы непосредственно, прежде всего, само заболевание, если оно вообще возможно или возникнет, оно проходило легче и для того, чтобы не заболеть вообще. Поэтому, ну и, конечно же, мы призываем пожилых граждан и граждан, непосредственно болеющих хроническими заболеваниями, в наши больницы для того, чтобы непосредственно пройти вакцинацию. К другим темам. Досрочные выборы нового главы Якутска состоятся 28 марта этого года. Дату выборов путем голосования выбрали на заседании очередной сессии Якутской городской думы. Так, за выбранную дату проголосовали за 18 депутатов против 7. Напомним, на сегодня в связи с уходом в отставку главы столицы Сардана Авксентьевой временно исполняющим обязанности назначен первый замглавы столицы Евгений Григорьев. Городская дума не может себе позволить долгое время, скажем, чтобы наш город находился долгое время без избранного главы, так как перед городом стоят большие задачи. В первую очередь это, конечно же, реализация национальных проектов в городе Якутске. Как вы знаете, в своем послании Арсений Сергеевич Николаев поставил задачу удвоить темпы строительства дорог на территории городского округа города Якутск. И, соответственно, в этом году мы должны будем построить не менее 45 километров дорожной сети. И, конечно же, перед городом стоят очень много других задач. Ну и, соответственно, город должен быть с избранным главой города для того, чтобы, решать все вопросы, которые стоят перед нашим городом. Федеральные пособия повысили. В России сегодня с 1 февраля проведена индексация ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан России на 4,9%. Право на ежемесячные денежные выплаты имеют более 60 категорий граждан. Это инвалиды всех групп, дети-инвалиды, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны и многие другие. На эту же величину повысили и размер социальных услуг. Теперь он составляет 1211 рублей.
В состав набора входят лекарственное обеспечение, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и проезд на междугороднем ЖД-транспорте. Льготники могут его получить как в натуральном виде, так и в виде денежной компенсации. Кроме того, с этого года проиндексирован материнский капитал на 3,7%. С 2021 года сумма материнского семейного капитала проиндексирована на 3,7%. На первого ребенка сумма материнского семейного капитала составляет 483 881 рубль 83 копейки, а на второго ребенка 639 431 рубль 83 копейки. Если сертификат был выдан в связи с рождением первого ребенка в 2020 году, и у семьи в 2021 году родился второй ребенок, то сумма материнского капитала увеличивается на 155 550 рублей. Озеро в районе Гемеина в столице заполняется фекальными водами от ассенизаторских машин. Люди там бьют тревогу. Вот уже который раз проживающие в этом районе якутяне наблюдают, как машины, которые занимаются вывозом жидких бытовых отходов, сливают свои воды в колодец, который находится рядом с озером. В итоге из переполненного колодца и засоренных труб вся вода стекается в озеро. Стоит резкий специфический запах. По словам специалистов Якутского комитета государственного экологического надзора, за последние годы несанкционированные сливы ассенизаторскими машинами на территории столицы увеличились. Экологический надзор напоминает, что за такие нарушения граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 3000 рублей, индивидуальные предприниматели от 10 до 30 тысяч, юридические лица от 50 до 500 тысяч рублей штрафа. На сегодняшний день лужа вот этой вот воды доходит почти до середины озера. А вчера вечером обычно машины сливают поздно вечером. Поймать их очень сложно. И только один раз вот зимой мы смогли сфотографировать машину. Подойти близко не смогли, потому что чувствуются водители агрессивные. Но записали номер машины. Обратились в свой округ, пока никаких результатов нет. По сегодняшний день все это сливается. Сантехники наши, конечно, стараются убрать эти засоры, но у них плохо это получается. В предприятии «Алмаздортранс» в Ленске тестируют новую систему отопления производственных площадей. Стандартные радиаторы со своими обязанностями до этого справлялись плохо. В гаражах-стоянках температура опускалась ниже нормативов. Альтернативой стали тепловентиляторы. Их установили в 5 автоколоннах Ленской и Мирнинской автобаз. Репортаж нашей коллеги Олеси Васевой. Громоздкие трубы теперь просто часть обстановки. Нагревают производственное помещение уже не они. Миниатюрный конкурент – тепловентилятор «Вулкан». Оборудование тестируют в автоколоннах Ленской и Мирнинской автобаз. Проверить, насколько эффективно работает тепловентилятор, нам посчастливилось в самые морозы. Всю неделю в Ленске до минус 50. Вот мы находимся в гаражном боксе, я без верхней одежды. Здесь очень комфортная температура, приблизительно 10-15 градусов. А раньше мерзли. По нормам в гараж-стоянках температура не должна опускаться ниже плюс 10. Теперь этот показатель легко контролировать. Вентилятор с датчиком можно запрограммировать на поддержании нужной температуры. Даже когда помещение выхолаживается, при выезде транспорта вентилятор нагревает его снова в разы быстрее. Это так называемое активное тепло. Стало гораздо теплее. Отключили полностью паровое отопление, водяное отопление. Работают только одни вулканы. Можно ходить, в принципе, раздетым при таком 50 градусах минусе. Поэтому нам все нравится. Установили в прошлом декабре. За 2 месяца вентиляторы доказали. Такая система – это не только тепло, но и рационально. При высокой тепловой мощности экономичное потребление электроэнергии. Специалисты «Алмаздортранса» уже оценили возможность сократить затраты на отопление. Мы проводили опытно-производственные испытания в одном помещении. Это холодный склад ОТС. Там установили вентиляторы и, имея архив данных по потреблению тепла
так как на этом здании отдельно установлен был теплосчетчик, мы проанализировали, и у нас по расчетам вышло, что эта система через тепловентилятор и через активное тепло, она гораздо экономичнее и имеет хороший срок окупаемости. Всего Алмаздортранс закупил 70 тепловентиляторов, все они установлены. По окончанию отопительного сезона здесь делают выводы об эффективности и экономичности и определятся с дальнейшим переводом стояночных и ремонтных боксов на альтернативные виды отопления. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Якутске с сегодняшнего дня открылись читальные залы Национальной библиотеки. Теперь посетители, как и раньше, могут приходить и работать с материалом напрямую в зале. Но при этом нужно заранее забронировать себе место на сайте библиотеки или через колл-центр. При посещении нужно соблюдать все меры предосторожности. Сейчас возобновили работу все 5 читальных залов. С часу до 2 их временно закрывают. Во время перерыва сотрудники проводят дезинфекцию помещений, а после каждого посетителя книги и журналы отправляют в специальный карантинный отдел на 5 дней. Также есть ограничения в количестве читателей, пропускают по 5-10 человек в один зал. Уменьшились количество посадочных мест в читальных залах. Кроме этого, у нас все по времени, да, и обязательные санитарно-гигиенические меры предпринимаем. То есть обработка поверхности, проветривание, и другие меры предпринимаем. И к нам обязательно заходят в масках, в перчатках. Сегодня у нас действительно очень волнительный праздник, потому что после длительного перерыва наши читальные залы распахнули свои двери, поэтому мы даже включили музыку, все в приподнятом настроении. Конечно, для нас это большая радость и такой действительно момент волнительный. Таковы новости. К этому часу оставайтесь на Якутии 24. Будьте в курсе всех событий. До встречи.